Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин, главный редактор телепрограммы «Точка взаимодействия». Мы продолжаем тему возрождения Арктики Якутии. Первые передачи были посвящены рыболовецкому колхозу «Арктика». Сегодня наша передача посвящена арктическому поселку Тикси. Нахожусь в морских воротах Якутии, в поселке Тикси. И сейчас мы расскажем немного о нем. На морском побережье, рядом с Ледовитым океаном, расположился самый северный поселок Якутии – Тикси. Он был основан в 1933 году, рядом с полярной станцией, как один из пунктов Северного морского пути. Рассвет этого населенного пункта пришелся на советские годы, когда шло активное освоение Якутии. Это требовало поставок большого количества оборудования. Снабжение шло в основном через северный завоз. Так доставлялось все необходимое, включая продукты питания и топливо. Морской порт был градообразующим предприятием. К сожалению, объем грузов, которые принимает порт, сегодня упали до минимума и ограничиваются в основном нуждами поселка. Россия должна изменить эту ситуацию, а порт Тикси в перспективе должен стать одним из базовых пунктов управления инфраструктурой восточного сектора Северного морского пути. Население в 1991 году в Тикси было 11 тысяч человек, ну а на сегодняшний день 4400. Это только Тикси. Во всем районе у нас 8 тысяч жителей проживает. 8 тысяч жителей на весь Булунский улус. А площадь, как у Великобритании, 223 тысячи квадратных километров. Когда-то я здесь жил, лет 30 назад я уехал только. Вот Лялькин Пуп, вот здесь проходило моего детства, насколько я помню. Мы все время туда лазили. Кстати, на лыжах катались, на санках. Любимым занятием было ходить вон туда, к морю. А вот старое кладбище, которое я с детства помню, оно уже заброшенное. Старое кладбище – это история освоения Северного морского пути в годы Великой Отечественной войны. Свидетелем трудового подвига тиксинцев тех лет является старое кирпичное здание углеперегонного завода. Не удивляйтесь, именно перегонного. Из угля добывали жидкое топливо. Это здание построено по американской технологии, по американскому проекту Тикси-строем для нефтеперегонного завода «Бакхет». «Бакхет» – это вот этот сапропелевый уголь, очень высококалорийный. Он зажигается от спички, с него можно вырезать что-то очень плотное. И его использовали для перегонки. Жидкую фракцию получали из этого угля. Нагревали уголь, и он в конденсат. Конденсат потом раскладывали по фракциям. Авиационный керосин, бензин, топочный мазут. И использовали это топливо на заправку самолетов шел. Это был бензин, который на этом заводе изготовляли. Этот завод построен в 1941 году из кирпича, вот этого красного кирпича Стар. 500 тысяч тонн было доставлено из Америки по ленд-лизу в Тикси. И отсюда все уходило на юг, в Якутск. Сам завод просуществовал до 1946 года, а сам вот этот карьер в Таймылыре, черчикское месторождение Бакхеда, был законсервирован до поры до времени. Сейчас пока он не разрабатывается. У нас были предложения 20 лет назад о том, чтобы передать его, например, общественной организации, но он находится в частной собственности. Конечно, это здание нужно сохранить.
Я также являюсь тиксинцем. Я в этом поселке прожил более 20 лет. В 3-месячном возрасте меня привезли в Тикси. Здесь прошло мое детство и юность. Сейчас мы подойдем к одному камню. Вот этот камень. Мы его почему-то называли черным. Здесь у нас пикники были, всегда отдыхали, семьями причем. Целое поколение здесь тиксинцев, которые осваивали Северный морской путь. Сюда приходили. Вот дом, который жил, а вот мамина работа, где она работала. Это была станция Северного морского пути. О, мамин пульт даже остался. Ну вот, я стою у дома, в котором жил 10 лет. Коммунальные квартиры, которые построены были для моряков, для портовиков, тех, которые приезжали сюда, в Тикси, в морской порт. Люди жили все именно вот в этих 41-го года постройки двухэтажках. Эти двухэтажки сейчас все заколочены, брошены, потому что нет населения. Люди живут в новых домах. Снос старых домов необходим. Непонятно, почему этого не сделано до сих пор. Старые деревянные дома состоят из лиственницы. Еще бы послужили строительным материалом. Когда я учился в школе, здесь был музей. Но все ветшает, все умирает. За этим всем следить надо. Здесь когда-то была мощная жизнь. Здесь столовая была. Вот из того дома мы бегали на площадь Ленина. Вот сюда. Здесь нас учили в хоккей играть. Раньше это здание был горосполком. Здесь расположена Тиксинская школа искусств. Проспект Ленина. А вот это легендарное здание. Это детские ясли были в моем детстве. Я здесь ходил сюда. Теперь это управление ветеринарии. Детский сад «Солнышко». Ну, сюда я ходил. Было дело. А Тиксинская школа номер 1, которую я закончил, кстати. Сейчас я стою в центре поселка. Теперь немного центр сместился с площади Ленина. Теперь это рядом с храмом. Православный храм построен на месте старого клуба моряка, который сгорел давным-давно. И построена очень большая такая площадь для отдыха тиксинцев. Как оказалось, в поселке Тикси отсутствует контроль за благоустройством, особенно по установке контейнеров в поселке. А неприменение административных кодексов России и Якутии, а также отсутствие постоянного интернета усугубляет ситуацию. Просто нет контроля и наказания. А жители многоквартирных домов сталкиваются с проблемами капитального ремонта. Признание домов аварийными ставит поселок в тупик. Бюджет не справляется, а фонд капитального ремонта Якутии не может ремонтировать аварийные дома. Я нахожусь у дома Гагарина 7, поселок Тикси. Это тот дом, который признан аварийным, и сейчас здесь начали какие-то работы по укреплению фундамента. Вы давно живете? Да, я с момента постройки этого дома жил. В 82 году получил новую квартиру. В 80-х годах, я помню, поселок просто расцветал. Улицы были убраны чисто, водостоки все работали. Все это самое. Это был вот начальник ЖКХ, был Сероха. Он следил за порядком, он был хозяином, нормальным мужиком. А потом все, развал пошел, непонятно, что творится, никому ничего не надо, абсолютно. Все сами ставили, отопление тогда меняли, были трубы железные, ставили сами пластик, батареи меняли, все это.
дому Гагарина 7 по местной линии КЧС принято решение провести восстановительные работы по фундаменту, потому что в прошлом году фонд капремонта отказался это делать. И все-таки есть надежда на то, что вот эту уникальную все-таки восстановительную работу проведут, и дом останется заселенным и все-таки пригодным для проживания. 5 муниципальных квартир, все остальное 48-квартирный дом. Нет тех домов, которых невозможно было бы отремонтировать, в моем понимании. Все ремонтируется, все делается. Просто есть понятие, предусмотренное жилищным кодексом, о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов. Фонд капитального ремонта обязан в соответствии с программой капитального ремонта многоквартирных домов в регионе, в данном случае в Республике Саха-Якутия, проводиться согласно утвержденного графика. График утверждается в зависимости от состояния домов и от срока постройки. Несколько факторов влияет на сроки проведения капитальных домов. Капитальный ремонт дома целиком невозможно провести, если в нем не проживает более 2/3 населения. Или более 2/3 площадей не используется этого объекта многоквартирного дома. Поэтому нужно думать, смотреть, при необходимости собирать несколько домов, разрозненных в один, и проводить капитальные ремонты в домах для того, чтобы улучшить и сохранить уже имеющиеся. Необходимо было все-таки принимать эти решения на уровне правительства республики, потому что муниципальным властям на самом деле очень сложно решить этот вопрос. Муниципального жилья в Тикси около 30% всего лишь по всему поселку. 46 МКД, из них 30%. У нас есть дома, которых 95 квартир, да, а есть 48-квартирные, 55-квартирные. Поэтому есть старые планировки 12-квартирные, поэтому особо не разгуляешься. И основная масса, конечно, деприватизация, она только при условии аварийности, это передача, изъятие жилого помещения и взамен предоставления другого жилья. В поселке Тикси надо навести порядок в работе с управляющими компаниями, чтобы они были заинтересованы в сохранении жилого фонда, а не в признании домов аварийными. Возрождение Арктики – это прежде всего сохранение жилого фонда, куда могли бы приехать люди.